начали с того, что вот жизнь замечательных людей, да? Были книги о великих людях России, там, независимо каких наций, народностей, происхождения какого. Люди, которые в своей жизни добились многого, достигли чего-то, сделали много добрых дел и для народа, для государства, для своих родных и близких. Вот к таким людям можно отнести Ярахмедова Ярахмеда Алаудиновича. Это наш дом. Построили я его в 2003 году, сдал. И с того момента мы все живем здесь. Со мной живет старшая дочка, рядом со мной вот внук старший. Он студент второго курса колледжа Академии правосудия, кандидат в мастера спорта. Видишь, какой здоровяк. А так живем, еще две младшие дочки, они работают в центре МФЦ в Краснодаре, в центральном главным специалистами. Трое внуков. Это дом для них. Так что пошли тогда посмотрим. Это вот двор. Пойдем. Это вот прихожая, зал. А где Эмиль? Столовая. Семья большая, поэтому надо. Это вот у меня младший внук сидит, который обижен на кого-то. Хоть и маленький мой. Эмин. На втором этаже чисто обрыв, спальный. Кабинет небольшой там. Это дерево Аллаха называется. Друзья подарили. Мы выходцы из Хачмазского района. Еще в 70-е годы позапрошлого века переехали в Южный Дагестан. Я Чунатан вам Мухмавилис, чей лезги общинадин, председатель, Парвахтара, заместитель главы администрации Тахтамукайского района Адыгейды Кулахновая, чей Чахистха, чей Чахи Ахсакал, и Шамишизвай Краснодарский край Адыгейды, Чилизгерин, Чахиди, Ярахмед Алаудинович Апатак. Кü аял вахтарикай, кü гычи ватандикай, кü аял вахну жу гычи ватандикай часа ихтилатай. Чу сагу нас медуи, кайверида чу сагу. Зу Аузурный кирпичный, я студенту предлагаю Иисус Хана Касумхри, район центра до Касумхрил. Хазна Чахи Хазна Тира Ругус Хани Савах. Бубари Буба Диде Тире Бине Векерхрера Касумхри район де. Ну, хавахтар хилу дизлагата читим вахтаре мун дяви артёлка ктяхана хар хазонда книга хакти читим диз книгата не вообще хакти лерал амали хар колла хазон диз хавядера аваз ватира вот ругуд ирид айол. Если бы ты вдруг стал президентом Дагестана, Я с чего бы ты начал свою работу? президентом Дагестана. Нет, я бы с анализа ситуации бы начал. В Дагестане там, понимаешь, господи, там нужны только сталинские методы управления. У нас же совершенно другой менталитет, понимаешь. У меня Рахмет дядя Сабир был, он мне всегда говорил, как не приедет, Рахмет, это был хана коса начальник, хана возвышхировать. И все так рассуждают. Понимаешь, если ты начальник какой-нибудь, ты обязан им что-то делать. А то, что он своим трудом что-то должен добиться, поэтому трудный вопрос. Школа дезу Фидия, Ахсонце Кудлага Иисус, первый класс из Касумхри, первая школа здесь. А школа Ктяга до 60, Хадни Кудлага Иисус. Конечно, коле Колахсува тира сапапади. Хамишон тира Колахсува сельское хозяйство, хоза, гаса, каза, ферма, директор, председатель. Дедет Эмиль Колахсува учила хата Айлар Газагова. Вот за все время мне как-то язык не поворачивается назвать его по имени Ярахмед. И когда говоришь человека по имени-отчеству называешь, всегда вспоминаешь его родителей, его отца. Дело в том, что человек такой многоплановый, человек многоуровневый, добрый, порядочный во всех отношениях.
когда Ярахмет пришел за советом, говорит: отец, я вот пришел к тебе, чтобы мне сказал, что мне делать вот в этой ситуации. А он отвечал мне всегда: Ярахмет, ты уже взрослый человек и должен сам принимать решения, научиться их принимать, эти решения. Одно только запомни, вот что ж за этим столом, не выпьешь и не съешь. И самое главное, что с собой этого не заберешь. Поэтому вот живи по совести и по чести. И пользуйся вот этим моим правилом. Я скажу, что Ярахмет Алаудинович всегда этим руководствовался, всегда пользовался. Чихазон, дус хазон дира, хабила бери хар сацал, иге, хез ишами жезватира, бери бичин чикачка до сигнумайти и санархану. Колева, ну, стхарика, вахарка, вахазяты пенсии до, коллапс ватира университета. Стхарика, пустхая, амача, абору. Дихузамов Рахмет хана, Максим вообще чихузамов хан 110 родов. Рахмет хан Насирам, хан цепи 10 рам. Рахмет Жидавия дадам, редактор Дагустанди, радио, телевидение, передача Чихиди. Даир Яхсурни Жудис Хейла. Ну, хардла, амазма зята, хутулар, путулар, амазма, айлар. Хире вачка, лап ер, ёкез, наверное, чидама. Эпата, вацар, казват, хулон возни, араг возни, юхавади касун хир. Хабядер газахуватир баглар. Баглар, ну, сортовой участок ватира, лап, вери, анус Дагустан, Амитсик зватер, Маханус Кэс Тхузватера буро саженцы арвич пис. Ну, хакти иерчка дешемиш хейлды, хакти Аллах тиганва, бахт, хабахт волны, хамишон и ишемиш за Исара, хабахт вол, хамишон да зикри Аллахи. Аддери, бубори, хабарч пис гаябур. Хаки. Что для тебя религия? Для меня опиум для народа. Для меня религия это, знаешь, как я-то воспитывался в другие времена. В детстве было у меня антирелигиозно. Я как-то какой-то рассказ написал. Вот здесь. Дети тут часто бывает. Взял, блин, так. Внутри не убрал. Тут похоронена супруга моя, ее мать, отец. Она кубанская казачка. Так что... Дети были тут, недавно был день рождения, они тут ходят. Операцию сделали. Это Заур, как ты спрашиваешь, что религия? У меня отец, сказать, сильно верующий тоже не был. Но я как-то говорю, написал рассказ такой, ну как маленький мальчик, антирелигиозный и так далее. И отца урок мне на всю жизнь хватило. Он меня к кровати привязал за ножку и так отлупил хорошенько. И сказал: сынок, говорит, если ты себе никто права не дал, говорит, другим говорить, что у тебя такое видение. Я себе урок сделал, не надо. Если в тебе внутри есть, значит оно твое. А так я отношусь ровно, потому что я считаю, если человек верующий, это человек правильный. Человек в любом случае должен верить. Ярахмеда Алаудиновича я знаю с 1985 года. Как приехал сюда по направлению, друзья мне сказали, что здесь в Адыгее отмечают праздник района, где он работал замглавой. И вот с друзьями Тахтамутукаевского района. Мы вместе поехали туда и первый раз с ним познакомился. Ну, естественно, с этого времени я с ним дружу. Он мой близкий друг и по сей день. Во всех событиях, что бы ни происходило, мы вместе. Как охарактеризовать человека? Как друг с большой буквы, только можно сказать. Это визитная карточка Дагестана, который здесь живет. Сагафуна лагат, вирис хаяр, вири дюз хляклис келнва, пулух лахаврал хаин санаря. Ярхамед Алаудинович Аллах час чанхалу
Хикхан кю Краснодарский край закатадя, хик хайди квалах мусатади. Краснодарский край закатадя, а удольники движни пусканут для Иисус. Как раз армия Арктяхан, за армию Далхана Каис, она Череповец, Вологодская область, служить вадира. Зону хтонки лигата Вологодскую область, город Красавино, Великоустюгский район. И мизято и Уруса и Дед Мороза вошно, а хама казачка. Музыку вообще слушаешь? Как относишься к музыке? Музыку как? Музыки? Да. Ну, конечно, музыку я очень люблю. Особенно наша лезгинская музыка, она своеобразная. Я думаю, что корнями она идет глубоко в старину. С другой стороны, конечно, лезгинская музыка, она вобрала в себе во много восточного. Большая музыка вот у азербайджанцев, она лезгинская. Не мы набрали у азербайджанцев, это они у нас набрали. Я так считаю. Ну, Узель, Гаджибекова уже. Особенно танцевальный. И вообще считаю, что в танцах отражается душа народа. Когда ты в одиночестве слушаешь музыку, ощущения совершенно другие. Ах, по ануза катал по армии ктяхаведа да зазамувадира, йол вели ама юридически. Чехибо амтира, шариатский судья йолда, апатара чипатара. Ну как бы. Ах, по авозва хавядира махашкала даватуш юридически, ну, я факультета учили, я института учила, авозва аналчик-то Ростов да и Краснодар да. Краснодар да зуята отдыхала. Краснодар из подканцы, когда Иисус практика даватира черкесский да. А черкесский практика вала чекадера воза и консервный комбинат адыгейский да. А противя дед за шеер бегел мешкана. Краснодар из авиадера их не туши. Он тихий, спокойный, как амтира. Вы знаете, я думаю, что судьба мне подарила замечательную встречу в этой жизни, за что я ее очень благодарю. 44 года назад, в далеком 1975 году, я познакомилась с замечательнейшим человеком Ерахмедом Алдиновичем. Это был Тахтамукайский райком комсомола. Я там работала в секторе учета, а он только приехал работать на Адыгейский консервный комбинат в поселке Яблоновском и был комсоргом этого огромного предприятия, которое тогда гремело на весь Союз. Когда я его впервые увидела, ну, естественно, я тоже была молодая девчонка, 17 лет, предстал красивый, истинный горец, сын своего дагестанского народа. Ну, я тогда стеснялась, и, естественно, с ним при первой встрече я просто узнала, кто он. Ну, а потом в процессе работы мы стали общаться, и все больше, и понимать, что это был за человечище. 15 назад здесь одни пустыри были. Вообще тут ничего нет. Да, хотя я не сторонник такого подхода к строительству. Так напичкали населением Яблоновку, что скоро ездить невозможно и ходить даже, наверное. Ну, тут вопрос цены и качества. Во-первых, Яблоновка очень близко к центру города. Во-вторых, цена здесь, наверное, процентов на 20 дешевле, чем в Краснодаре. Выигрывают только те, кто строит дома. Остальное население страдает. Тут нету очистных сооружений. Терен добросовестный подход к работе, инициативность и способность, трезво оценивая ситуацию, принимать решения, от которых зависят судьбы тысяч людей. Так, в постперестроечный период перед Ерахмедом Ерахмедовым поставлена сверхзадача – возглавить комитет по управлению муниципальным имуществом. Милицию вели, наверное, не судьба. Но кабул ночь. Учила одна хана и станы учтали милиция. Ну, это хавядера на ватер актик, Аллаха. За охватывание консервного комбината, механиком холодильных установок, холодильный цех-то. Хана за колах нагила, саругудуард колах на ахпазас предложить на ама. Лахана секретарь комитет комсомольный, кандидат член партии, хавля. Ахпора и захмадах по зенги, фенаназ, Краснодарде, зенги, Ахмед Хиббадет. Папа дедал за папа на ихти Аллахова. Азаз вышло до, я дал Аллаху, уже чахи тимилхан.
Жуымыз вопрос арнаған жоқ кішілігі. Самые лучшие ножницы вам. Вы нарежьте, мы будем держать, а вы режьте. Движение, как в Москве на МКАДе. Квас хочешь? Квас? Давай. Ну давай попьем по квасу. Ты кто, продавщица кваса Кого? или ясновидящая? Кого? Подожди, интересная информация, интересная информация. Все, вот эти 20 рублей тебе за предсказание. Спасибо. Ирахмета Алаудиновича я знаю очень давно. Фактически вплотную мне пришлось с ним общаться, начиная с 99-го года. Это уже практически 20 лет. Ирахмет Алаудинович, если вот с чисто профессиональной точки зрения оценивать, сейчас принято чиновников ругать. Но я считаю, что хороший чиновник стоит очень дорогого. Там, где есть хороший чиновник, там не будет ни социальной напряженности, ни каких-то проблем с разрешением каких-то человеческих вопросов. Одним словом, двумя словами охарактеризовать профессиональные качества Ирахмета Алаудиновича – это монстр, скажем так, с большой буквы чиновник. В хорошем смысле этого слова. Игафари зан квот му гзаф исанар залгал традя че парашатир и Рахмет Алаудинович чпис кумекардан лана сада аял садиктиз кумекгана ткуриз сада аял школа диз кабулзочер Рахмет халуди зенгамун кумекгана хакала хамиша гил ергиз ван саяз кун хсабз. Чем вы гордитесь больше всего в жизни? Горжусь детьми своими, что их у меня 4, что каждый из них получил что-то в этой жизни, что хотел. У меня 3 дочки юриста, 1 медик. Горжусь тем, что я свою жизнь практически прожил, ничего плохого, вредного не сделал не для тех, кто мне не дал эту жизнь, и для того народа, который меня тоже воспитал, вложил в меня что-то. Поэтому это самое большое. Я человек-то в этом плане не горделивый, но гордость в каждом из нас есть, как у настоящего джигита. Потому что зов гор все равно над нами давлеет. Где бы мы там ни росли, не воспитывались, где бы мы не жили, но дух горский, оно остается в нас. Горжусь я своей семьей, своими друзьями. Это тот человек, который, кто бы ни обратился к нему, земляк это, не земляк, это человек, который по всем возможностям, что он может чем помочь, всем исключительно помогает. И связано с его работой, естественно, в рамках закона. И лично он нигде в стороне не бывает. Человечность, дружелюбие, порядочность, искренность, прозрачность. Я считаю, вот сколько с ним общаюсь, дружу, в этом человеке никогда в душе не кроется что-то такое плохое. Он очень открытый для всех исключительно. Вот я вот живя, допустим, в Адыгее в том числе, и слышу от адыгов, адыгейцев, что только положительное. То есть, и они говорят, это наш. Они так говорят, потому что я тоже вот с ними живу уже больше 40 лет. И, естественно, я 5 лет уезжал в Краснодаре, работал. Ну, жил-то я в Адыгее, а работал в Краснодаре. Вот как раз мы находимся в этом парке. Это территория западного административного округа города Краснодара. Это тоже входило в мою, как говорится, сферу деятельности. Ну, видишь, тут такая красота, как раз реконструкция этого парка шла тогда, когда я тут работал заместителем главы округа, как раз курировал вопросы, связанные вот с благоустройством, коммунальными делами. Но я всегда относился, честно говоря, за к работе так, как оно должно быть. Я ляп-тяп мало когда делал, потому что понимаю, что любая работа, она должна приносить тебе как внутреннее удовлетворение. Тогда оно, когда с душой делается, получается. Затем долгие годы, как бы не менялась моя работа, мы все время были вместе.
То есть фактически все эти годы Рахмет Алаудинович был рядом. Он был рядом и по работе, он был рядом как человек. У Конфуция есть очень хорошее выражение: истинно человечный человек добивается всего своими собственными усилиями. Вот Рахмет Алаудинович – это как раз тот человек, который сделал себя самого сам. Сделал то, что он настолько пользуется беспрекословным, непререкаемым авторитетом. А это очень дорого стоит, знаете. Вот. Да, вот представь себе, вот ты вот вдруг вот волей случая и судьбы выиграл $1 миллион. Он мне зачем эти миллионы? Ну вот ты выиграл, вот они у тебя на руках. Построил бы вот центр, о котором мечтал Мирзабалла Лезгинский в Краснодаре. Кусок земли бы купил и построил бы там центр. Это одно. Другое, может, помог бы какому-нибудь детскому дому. Третье, то, что мы не можем многие годы вот здесь какую-то школу организовать вот по лезгинскому языку. Это тоже стоит денег, потому что там, если школу открывать, то учитель нужен. Здание-то, помещение мы найдем. То есть на такие цели, которые послужили бы своему народу, естественно. И дай Бог, чтобы этот миллион к нам упал. Потому что все о тебе забудут, а народ будет помнить, потому что его частица. Вот это было бы нормально. Чу, где, век столетий. Хавиадеролды, чу Кавказы, известный артер-абур. Набеги, леки, до сих пор бедные грузины леки идут. Са абурго, сосунго, алугда порталар göz qezvaçı kadar iniz. Su, qadis, hardız qol, yu, машин, хазан, ayılrız qolaq. Вот такой вот вопрос. Если бы вдруг вам представилась возможность оказаться в любой точке мира, там, где бы вы захотели оказаться? Где бы вы, вот именно, где бы вы захотели оказаться и почему? Я бы захотел оказаться там, где я родился. Знаешь, роднее, ближе, вот внутренняя нужда, которая ощущается, это вот ты еще молодой человек, да? А с годами ты все больше начинаешь вспоминать, откуда ты корнями. Понимаешь, тот воздух, который я впитывал в детстве, я бы ни в одном месте бы не получил. Не получил. Я и говорил, что село, где я родился, это очень красивейшее место. И вообще я считаю, что там, где мы родом, вот Лезгистан, не зря Всевышний дал этому народу такое место. Не случайно, наверное, этот народ веками там живет. А вот там, где ты родился, сделал первый глоток воздуха с молоком матери, вот это самое дорогое, это самое лучшее. В Кусарах был? В Кусарах не был. Баку был, надо Генже побывать. был. Кусары, да, в Кусары я так смотрю по сайтам, красивейшая территория. Я очень короткий период застал, буквально через года 3 не стало супруги. И одно из его качеств, это вот он все борозды управления в своей семье взял на себя. 4 детей, тем более девочки все. Он их воспитал, вырастил, дал достойное образование и устроил им всем жизнь. Семейные ценности для него превыше, чем какие-то там личные. Сагафуна, где бари ганва тербия, рекела Аллах на кондор. А где тарханг азва? В корнях вся правда. Не забывай свои корни. Есть ли какая-нибудь историческая личность, которой вы восхищаетесь? Не обязательно лезгинского Вот народа. смотри, исторические личности, наверное, они определяются тоже, опять же, возвращаясь к нашей теме, отношением к своему народу. В советские времена народ, понятие и родина была такая обширная. От, как говорится, Калининграда до, понятно, до океана Тихого. И какой-либо исторической личностью восхищаться. Я, например, восхищаюсь как исторической личностью Ленина. Может звучит для кого-то абсурдно, но для меня это личность. Я считаю, что он много сделал
Но в любом случае, в моем понимании, он человек, который изменил мир. У него очень много друзей, у него хорошее окружение, у него хорошие дети, внуки. Он всегда гордился, радовался этим, какие у него дети, какие у него внуки. Человек, придя в наш коллектив, вокруг него стали люди собираться. Как, знаете, сплочение такое какое-то, да, и заместители главы, и просто вот, как бы сотрудники администрации. Всегда можно к нему прийти было с вопросом, отметить добрым словом, добрым советом, который никогда не думал что о том, что нет времени, там, или иди сам разбирайся. Он так никогда не отвечал и не мог даже ответить. Я скажу, что когда он ушел от нас, мы с ним всегда поддерживали хорошие, добрые отношения, и до сих пор с ним на связи. Создать на базе вклада администрации и его Голиков и сыновья Тахтамукайский телерадиоцентр «Согласие». Ахпод Кулкадница, когда Иисус официально Амамуно зарегистрировался хана, я навозу Краснодарский край, Центр национальных культур. Он заступительно, и на большая заслуга возвод на Мирзабаладей. Учи активный сон Тергей Рахмет Хуравуч, и сон активный тиро. Ну, хана сейчас кмек особо актиабаровать ширя. Прерогатива я задавать ширя. Единственный ханаган Васакол, их мероприятия туда ведет, хана кузва кмек зал мало возва. И не утонул, и Араду Сардан где-то вот так должно быть. Да, вон. Аллах ты гора очем еще. Чё салон еще. Ой, Аллах. Мирзабалла, основатель лезгинской общины Краснодарского края, Рахмет хан Чумхот. Никогда этот человек не хвастался, что я сделал, никогда никому об этом не говорил. Он делал как себе. Родился, вырос в Дагестане вот, в суровых условиях. Простота его украшает его всегда. Он никогда не хвастался ни своими должностями, ни погонами своего брата. Он всегда был для простого народа доступен. И на сегодняшний день точно так же являюсь вот председателем общины лезгинской. По любому вопросу, насколько я знаю, я очень много знаю здесь, и не только лезгинов, не только дагестанцев. Он очень интернациональный, у него семья интернациональная, и сам он очень интернациональный человек. Ахпо, зарекал наш будущий мусфи, первый Айрон Сувар. Первый Иран свер в 2000 году. Все удивились. Это зовут. Вот аккурвядет. Двухместно. И хол котол вядета, котол хивядет. Хардон темекону. Есть несколько видов старости. Одна это старость такая вот там дома, там на участке, в огороде покопался, там с внуками поиграл, там на рыбалку, может, сходил. Вы, кстати, рыбак? Нет, я не рыбак. Не рыбак, да? Терпения не хватает? Нет, не любите. Понятие старости, вот как у наших вот предков, такого сегодня нету. Если раньше человек уже в возрасте 55-60 считался глубокой старой, то последние где-то лет 20-30 эта граница изменилась. Сегодня уже к 70 годам это не старый еще, это пожилой человек. Реальная старость начинается тогда, когда ты уже как бы не видишь красоты этой жизни. А когда ты еще продолжаешь как-то кусок трудиться, это уже еще не старость. Вот много споров идет об изменении пенсионного возраста, да? Я хоть сам пенсионер, но считаю, что это правильный подход. Потому что любой пенсионер, чем дальше уходит на пенсию, позже уходит, он дольше живет. А если человек ушел 60 лет на пенсию, он продолжает работать, как 80% продолжает работать. Первое время, скажу откровенно, мы некоторые вопросы воспринимали по-разному. Чем больше я стала прислушиваться к нему, общаться с ним, я поняла, что он именно вот в этих вопросах был прав.
Это прежде всего обусловлено его огромным жизненным опытом, огромным профессиональным опытом. Чисто человеческие отношения, вот через что он прошел в этой жизни, позволило ему скопить тот багаж навыков, умения, мудрости, профессионализма, который практически мог разрешить любую проблему. Новости смотрю ежедневно. Это приучено еще с юности. Потому что 2 раза в день, утром и вечером. Газеты я всегда выписывал и читал. И продолжаю и по сегодняшний день. Но кроме этого сегодня еще добавился интернет, различные сайты. Научился туда заходить. Зинрики аламатер, чонхуч айлатер, чистаница давнуатер. Чистаница давнуатер. Паливана негана. Это 3-й год. Халамат ханватер. Вообще лидера Влади Дюнеда. Нававишов с Кистаница, да, устада гзаф исанарвадма. Инсари сад чирхана. Чирхана. На самом деле, эти чти колахтер хабур сад агуду, сад чирову. Ему присуще наставничество. Сейчас об этом и не говорят. Он был наставником всей молодежи. Так как он курировал здравоохранение, образование, социальную защиту, спорт, культуру, кто бы к нему бы ни зашел, с каким бы вопросом он к нему бы не обратился, он был всегда в теме. То есть он с полуслова мог всегда любому заходящему к нему в кабинет человеку разъяснить от и до, от начала до конца, то, что интересовало этого человека. К нему можно было обратиться не только по профессиональным каким-то вопросам, даже по каким-то личностным вопросам. Не привязываясь к каким-то цифрам в паспорте и так далее. Вот вы себя, на какой возраст ощущаете, это самое главное. Биологический возраст. Вот сами себя. Я всегда ощущал себя моложе своих лет. Лет, наверное, на 5-10 это точно. Я вообще ушел на пенсию, вот достигнув 65 лет, я на пенсию ушел, но я там продолжаю там помогать своему товарищу и потихонечку там, чтобы дома не засидеться. Ну, каждое утро делаю зарядку, особенно вот. Со спортом дружите? Да, я всегда с детства люблю. Все, что происходило от советского вахтара, оно происходило на моих глазах. Я не мальчик был, я уже взрослый дядька был. И национальный вопрос – самая тонкая материя. Когда он был замглавы Адыгеи и уходил сюда к нам работать, и вернувшись опять к себе в республику, Тахтамукайский район, на выборы шел один из будущих глав района, ему сказали: если ты хочешь победить, пригласи Эрахмеда. Так оно и получилось. Как только Эрахмед стал у него начальником штаба, он от нас ушел, возглавил выборную кампанию. Человек просто-напросто победил на выборах. Не то, что сказать легко, легких выборов не бывает, да? Но, тем не менее, это способствовало тому, что Эрахмед сказал, и люди идут за ним. Лезгин не хочет жить в нищете у себя на родине. Лезгин не хочет, чтобы его дети потом оставались там, жили в нищете. Лезгин не хочет там жить, потому что там то взорвали, то украли, то и так далее. Большинство ребят им за табраку, я с ними разговаривал, вот это основная причина. Причина вот то, что я назвал. Сочи, да, с московской Лезгин, да, телефон не ганвать это. Деньги, мне сказали, что вот Лезгинская община вызвала на Краснодарский край, вы председатель, это за их типа лаханула, но это говорит, отшнюхнула, за хотя бы вода узурла, реки пху. Еще пришло отправить, но мелочь, но приятно же. И ему, и мне. Понимаешь? Это 5000 он потом переправил мне. Ну, он был удивлен. На этой планете, на этой Земле жизнь прожил свою не зря. Что говорить, история есть история, да? И попартийные люди, приходили попартийные люди, которые шли по тем временам по комсомольской линии. Я вам скажу, некоторые из этих людей стали большими руководителями и даже хорошими бизнесменами в этой жизни. И девчонкам его, всей его семье, внукам, внучкам, всем всего самого доброго. И пусть ему каждый день улыбается солнце. Видишь, однажды как-то в непогоду, не знаю, чьей судьбе в угоду, когда в горах громы гремели, и молнии окрестит
Выйти снег с дождем крутили, при этом ярости сети. В огромной горской сакле Героина горянка сына родила, на свет Алла привела и Рахметом назвала. Он перепутал время. У нас 5 уже. Ну, через несколько дней. Има ветеран труда. Яхсурну сисала гзав хукумат изган, ангин ветеран труда ганвол. Има за активное участие переписи населения. Ахпо и знак имя высшей награды Абру, профсоюза России за содружество. Да, содружество. Именно ветераны знаки общественной организации с Ганвани. А вот грамоты от президента Дагустанды, Адыгейды, комсомольские награды Равокзав. Но я за ними за Бурсада налог на вас. Ой, благодарствуем письма.